Приветствую! Хочу представить наше изделие собственного производства. Собираем в Якутске. Назвали его Амакан. Так, что мы сделали? Кузов полностью алюминиевый, каркас, несущий кузов, рамы нет. Мосты Сафари, задняя блокировка типа ЛСД, коробка автомат, двигатель 7А тойотовский, всем известный, раздатка от ГАЗ-66 грузовика, карданная передача тоже от того же самого 66-го. Все остальное сделано собственными, своими руками, собрано, скомпоновано. И прошли тест-драйв, съездили на охоту весеннюю, удачно съездили, отлично себя показал просто. И сейчас мы выехали, проверяем в болотистой местности. Колеса заводские у нас, 4-слойные, от Arctic Trans, размерность 1300 на 700. Плавает за счет них, хорошо плавает. И диски колесные изготовлены собственноручно, сами изготовили. И сразу же усилили, учитывая все нюансы эксплуатации таких болотоходов с такими дисками в нашей местности. Колеса накачиваются от системы выхлопа. Давление в шинах, максимальное давление это 250 грамм. Автомобиль, скажем так, транспортное средство, скажем так, предназначено для комфортного питания 3 человек. То есть спальное место на 3 человека комфортно, внутри можно расположиться, система отопления и возможность системы кондиционирования в будущем планируем, как дополнительная опция. Автомобиль имеет лебедку с кевларовым тросом для облегчения. Бак на 74 литра бензиновый, чего вполне хватает. Бак объемом 74 литра. Расход топлива это получается у нас 200 километров по смешанному циклу, то есть бездорожье. И вот такая мотовка. Когда ехали на весеннюю охоту, проехали 700 километров по трассе, то есть доехали до 22 часа с Якутска, города Якутска. Сразу загрузились, бутером поехали и доехали 700 километров, никаких нареканий нет. То есть он вполне может себе позволить и выезд на трассу, и съезд с него, и даже поплыть по озеру, по болоту. Преград нет. Универсальность эксплуатации такой техники такого еще особо не встречал. Цена вот именно этого агрегата получилась продажная уже 1 600 000. В будущем следующий вариант будет у нас дизельный, уже начали его делать, изготавливать, дизельный на автомате. И максимальная стоимость 2 миллиона, то есть со всеми опциями. С кондиционером, с лебедкой, в таком плане. В дизельном варианте, тоже дорогие сейчас двигателя идут. Все комплектующие, так сказать, контрактные, то есть не использованные в Российской Федерации, в России, территории России. Поэтому цену прежде всего диктует наш рынок запчастей, скажем так. Двери наши открываются в обратную сторону. Для лучшего обзора, скажем так. Лобовая двери от УАЗика, да? Да, лобовая от УАЗика. Двери, только стекла от УАЗика. Остальное все собственное производство. Вот. И двери именно открываются, сделали так, чтобы она открывалась в обратную сторону, потому что всегда мешает дверь. Вот удобная подножка.
Хоп, поставил. Подножка предназначена для уверенного, скажем так, расположения одного человека, стоя, не стесняясь ни в чем, для лучшего обзора. Люк двухместный. Ручка люка у нас в таком плане открывается легким нажатием на закрытом положении и открываем люк. Уже у нас 2 человека могут спокойно стоять, видя все, что происходит на горизонте. Вот. По приборной панели. По приборной панели у нас информация самая нужная и минимальная. То есть спидометр у нас, датчик температуры, датчик топлива, уровня топлива, камера заднего хода у нас здесь в этом варианте. Вот. Автомат, коробка переключения. Вот это под рулем. Да. Вот рычаг. Вот она, да. Вот все здесь, чтобы не мешалось там посередине. Тут вообще свободно, тут коридор. Тут коридор. Так, здесь это спальное место у нас. Спальное место. Устанавливаем. И со второго рундука вытаскиваем доски. Такого плана. И разлаживаем. В таком плане у нас будет спальное место. Вторая доска. И вот эти, соответственно, там туда же. Совсем свободно и комфортно могут расположиться 3 человека, да? Да, вот, допустим, мой рост 174. Я могу расположиться легко. Вот во весь В таком рост. варианте 3 человека. Разлаживается спокойно. Так, это у нас передний мост. Это пониженная, повышенная. То есть сцепления нету, можно на ходу делать? Нет. Передний мост можно на ходу, пониженная уже на парковке. Остановился после полной остановки. Ну, как и везде. Система отопления у нас полностью сварная, из алюминия, собственно, тоже проектирование сами сделали. Работает очень хорошо. У нас переключение. Так, обдув стекла. Прекрасно. Все работает. Так, это освещение у нас салона. Все в штатном светодиодном варианте. Так, у нас еще вот наша фишка такая. У нас все как надо. Все, что нужно для комфортного передвижения по пересеченной местности. Грязь, болото. Ну что, поехали? Посмотрим, на что способна техника. Это болотина плавающая. И пошли.
переворачиваем. Переворачиваемость на воде хорошая. Проезжаем по болоту. Вот разрезали болото пополам. Машина полностью плывет. Хоть рыбачьте, лодки не надо. Супер техника для охоты, для активного отдыха. Можно использовать для любых целей. Сейчас выйдем на берег, болотистый берег. Все колеса гребут. Все, уже колеса почувствовали грунт и легко уходят.
Сейчас попробуем выйти на эту горку. Aja. Bar. Вот так вот. Ебать. Подъем смотрим. Ай, ой. Сейчас спустимся обратно задним ходом. На всякий случай прицепили лебедку, чтобы не перевернулась. Че? Заскоренько. Все колеса можно подкачать с помощью выхлопных газов. Вот с помощью этого шланга. Вот такой без наконечника, вообще без ничего. И такой краник стоит.
В прохождении болот, бездорожья лучше, конечно, спустить шину. Можно поднять. Если контакта будет быть. В таком состоянии проезжаем болото. Выехали. Ну, обратно накачиваем. Hemen veriyoruz. Да. Вот и все. 5 секунд. Вот стоит ГАЗ 66. Амакан. Потолок чуть-чуть выше. Ну, она уже старая. В грунт пошла. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.